Как китайцы для уйгуров строили Великую плотину. На уйгурской земле величественно возвышаются горы Каракарум. Талая вода ледников и снегов стекаются здесь, образуя реку Яркент. Она тянется и бурлит без остановки, имея общую протяженность 1289 километров. Эта река питает обширную землю 4 округов и 5 уездов уйгурской автономии. Однако у этой водной артерии есть и неистовая сторона. Ежегодно с июня по сентябрь месяц одновременно тают несколько ледников Каракарума, и речная вода превращается в дикий поток. Со скоростью 4000 кубических метров в секунду она обрушивается вниз, снося все на своем пути. При этом в течение 8 месяцев в году река пересыхает, и более 400 тысяч гектаров полей доходят до состояния растрескивания. Как же решить 4 основные задачи: экологическое водоснабжение, борьбу с наводнениями, ирригацию и выработка электроэнергии? Как же в конечном итоге обуздать эту реку, которую называют «диким скакуном без узды»? В 2011 году стартовал проект «Гидроузел Алташ». Чтобы покорить Яркент-Дарью и обуздать огромные объемы воды, обеспечить полный контроль, пришлось преодолеть технические трудности, названные 3 высоких и 1 глубокая. 3 высоких – это, во-первых, высокая плотина. Для удерживания 22 миллиардов кубических метров воды высота плотины должна была составить 164 метра. Это высота 42-этажного здания. Во-вторых, это высокие отвесные скалы высотой 650 метров. Постоянное падение камней и обрушение скальных пород. Третье – плотина в зоне разломов и сжатия гор Кунь-Луня. Сейсмичность – 8 баллов. 1 глубокая – это глубокий слой речных отложений. Ил и песок сформировали слой отложений толщиной до 94 метров. Невозможно строить плотину на иле. Столкнувшись с этими инженерными вызовами, китайские специалисты предложили беспрецедентное решение. Чтобы предотвратить утечку через слой речных отложений, сначала от русла реки вниз на 94 метра возвели противофильтрационную стену, создав подземную преграду для воды. Затем поверх нее начали укладывать песчано-гравийную смесь. Из более чем 70 миллионов тонн смеси была возведена плотина высотой 164 метра. Используя метод, похожий на прошивку обувной подошвы, в скалы установили сотни и тысячи анкеров, которые стягивают и удерживают склоны, не давая им обрушиться. Внутри плотины и вокруг нее установили множество приборов мониторинга, которые следят за вибрацией и деформацией, гарантируя полную безопасность объекта. В процессе масштабного строительства строители круглосуточно сражались на передовой линии работ. В пиковый период на стройплощадке, окутанной пыльными бурями, одновременно трудились почти 10 тысяч человек. Благодаря общим усилиям 10 тысяч представителей самых разных национальностей наконец-то сбылась мечта многих поколений водохозяйственников. 17 августа 2021 года это величественное бирюзовое водохранилище в горной долине было официально введено в эксплуатацию. После запуска проекта площадь орошаемых земель увеличилась с 400 тысяч до 700 тысяч гектаров. Проектная мощность выработки электроэнергии составляет более 2 миллиардов киловатт-часов, что может удовлетворить потребности 2 миллионов 200 тысяч домохозяйств 5 уездов уйгурской автономии. Водная гладь, образованная водохранилищем, повысила влажность воздуха в округе на 20%. Доля растительного покрова в пустыне увеличивается со скоростью 3% в год. Если присмотреться, можно увидеть зимующих лебедей и белых цапель. Былой паводковый коридор постепенно превращается в рай для перелетных птиц. Древний Яркент и его потоки могут разрушать горы, но могут и питать их. Если человек ладит с водой, вода обязательно отблагодарит его. Сквозь тысячелетия уйгуры не знали, что гидроузел Алташ подарит им сотни тысяч плодородных полей и позволит навсегда забыть о весенних засухах и летних паводках. Дикие потоки Яркент-Дарьи превратились в живительную песнь жизни. Настоящее чудо сотворено не только китайскими технологиями, но и мудростью уйгурского народа, восходящей к политике Идикута Турфана Барчук Альптеген.